Ни для кого не секрет, что Абхазия использует валюту другого государства. Именно поэтому объем денег в экономике зависит от платежного баланса нашей страны. Председатель Национального банка Беслан Баратели отметил, что с начала текущего года стал наблюдаться дефицит ликвидности в экономике. Это связано с тем, что финансирование республики началось позже обычного. Главный банкир страны считает, что дефицит денег привел к тому, что сократилась деловая активность в стране. Остатки наличных денежных средств в банках Абхазии сократились почти на треть. Но несмотря на все существующие проблемы, ситуация изменилась в лучшую сторону по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Баратели. У нас по системе, по банковской, операционная прибыль выросла в 5 раз. Если в прошлом году за первое полугодие коммерческие банки по системе заработали 4 миллиона 917 тысяч рублей, в этом году за первое полугодие 25 миллионов рублей. Такая же ситуация и по бухгалтерской прибыли. В прошлом году первое полугодие было очень тяжелым. Первое полугодие в прошлом году закрылось с результатом в минус 90 миллионов из-за сберегательного банка, а в этом году минус 900 тысяч рублей, то есть на 90 миллионов лучше картина стала. Ну и Национальный банк тоже увеличил результаты с 42 до 57 миллионов рублей. То есть вот тот кризис ликвидности, который мы наблюдали весной, он, несмотря на то, что были сложности и с наличностью и так далее, все мы знаем, что были непростые времена, но тем не менее банковская система справилась, и мы идем в гору. На встрече также шла речь о доступности финансовых услуг для бизнеса и населения, ведь многие негативные явления в экономике Абхазии обусловлены неразвитостью кредитной системы. Большая часть экономически активного населения нашей страны не имеет полноценного доступа к финансовым услугам. Постоянно действующий консультативный орган в виде Национального банковского совета должен оказывать поддержку в совершенствовании денежно-кредитной системы республики и развитии банковской системы страны в целом. У новых членов совета уже много идей и предложений, которыми они делились на встрече. Экономисты и финансисты говорят о том, что для выведения экономики из тени и росту доли налога в бюджете нужно переходить к безналичной модели расчетов. Но все понимают, что внедрять такую систему надо постепенно. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.